Добрый вечер. На телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Вплавь по улицам. Плывет, посмотрите, «Жигули», обалдеть! Уфу накрыл ураган с ливнем, затопило аэропорт и торговый центр. Сегодня непогода разыгралась уже в Зауралье. Фонящий Сибай-Акъяр. Дорога никуда не годная. Надо зацепить за К-700 плуг и спахать ее до самого Сибая. Рабочим придется наверстать сорванные сроки ремонта год за 2. Замучили уже с этой дорогой. Давайте взялись и сделайте. Ради Хабиров поручил усилить контроль за ремонтом дорог в республике. За некачественный наказывать и заставить переделать. Он мне удостоверение переслал. Потом эти были какие-то совершенные операции. Вот якобы я уже не должна. Вот это вот присылал. Правоохранители липовые, а вот кредиты по итогу разговора самые настоящие. Жители республики отдали за год мошенникам 1,5 миллиарда рублей. В Башкортостане запустили программу помощи пострадавшим от киберпреступников. Стресс, связанный с потерей материальных средств, является очень сильным. Туризм событийный, промышленный, исторический. Как сделать отдых в Башкортостане комфортным, вкусным, безопасным, при этом недорогим? Работать на туриста надо. Обязательно надо быть гостеприимным. Почему? Потому что он приносит рубль длинный. Интервью итогов недели. Поваленные деревья, затопленные улицы, снесенные остановочные павильоны. На Уфу обрушился циклон с градом, ливнем и сильным ветром. Сегодня в столице весь день шла уборка последствий урагана. Повреждено более 50 автомобилей. К счастью, в стихии пострадавших и погибших нет. Тему продолжит Анастасия Чебаева. Апокалипсис, смотрите. Река жесть. Видите, все. Обладателями квартир с видом на реку в этот вечер стали многие уфимцы. Дороги скрылись под бурлящими потоками. То, что происходило рядом с улицей Габдуллы Амантая, и вовсе походило на сход селевого потока. А картина возле 158-й гимназии напоминала сброс воды с ГЭС. Водопад такой крутой, мощный. Дороги превратились в кладбище затонувших кораблей, а точнее машин, но из дорожного транспорта их уже вполне можно было переквалифицировать в водный. Очевидцы искренне всем сердцем переживали за судьбы железных коней. Давай, плыви, плыви, плыви! Плывет, посмотрите, «Жигули», обалдеть! Давай, доплывай, доплывай, доплывай! В такую же ловушку попали автомобилисты на улице Жукова. Эту реку протяженностью в несколько перекрестков уже назвали Сипайловской. Город стал одной большой тропой препятствий, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Параллельно водному затору по тротуару храбро пробивалась уфимка. Просто по пояс идет. Рост по колено, по колено. Спрятаться от стихии не получалось иногда даже дома. Крыши некоторых зданий не смогли стать достойным препятствием для ливня. Донского 34, первый подъезд. Эта ситуация у нас уже 5 лет, как я сюда переехала. Квартиры. Эту квартиру полностью топит вообще. Не удалось спастись от водного удара и одному из крупных торговых центров. Не взлетим, так поплаваем, а это уже воздушный перрон Уфимского аэропорта. Но дождь – это еще не самое страшное. Куда больше уфимцев напугал ураганный ветер. На балкон дерево упало. Порывы валили деревья, сносили остановки, выбивали оконные рамы балконов, как это было в Инорсе. Выдернуло с мясом балконы. Ну там внизу они валяются, пролетели, машины покоцали. А на Индустриальном шоссе все едва не закончилось трагедией. Когда начался ураган, Владлена Валитова находилась в машине. Порывом ветра оторвало крышу рядом стоящего здания и откинуло на автомобиль, в котором как раз и находилась Владлена. Девушка не ходит и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Обломками повреждена не только машина, но и ее коляска. Было ужасно страшно, нам пришлось сидеть вообще на асфальте в углу. Машина восстановлению не подлежит. Коляску, соответственно, тоже пробила балкой. Мы не можем найти собственника этого здания, то есть мы не понимаем, кто сейчас будет восстанавливать эти машины. Я вообще осталась полностью без
каких-либо средств передвижения. Единственное, что я сейчас могу, это сидеть просто на одном месте, потому что у меня даже нет элементарной коляски. ЕДДС города Уфы зафиксировано 83 случая падения деревьев и элементов кровли. В Демском районе из-за упавшего дерева была повреждена линия электропередачи. В Калининском районе 14 автомобилей получили механические повреждения. В одном случае дерево упало на газовую трубу. И это лишь часть того, что натворила непогода. Еще ночью экстренные коммунальные службы приступили к устранению последствий. После вчерашней аномальной погоды в городе много грязи появилось. Вот сейчас мы занимаемся уборкой территории. Убирали смет, грязь, то, что натворила вчерашняя погода. Работа прежде всего. Звездой вчерашних событий стал отважный курьер. Пользователей соцсетей поразило упорство, с которым молодой человек пробирался по водным потокам. А кто-то и вовсе решил, что ливень еще не повод отменять праздник. Анастасия Чебаева, Булат Садриев. Итоги недели. Природные катаклизмы зафиксированы и в районах республики. Сегодня в Абделиловском на глазах сельчан возник ураганный вихрь. Эти кадры сделаны как раз очевидцами, которых явление сильно напугало. МЧС сообщает о срыве кровли здания школы в селе Янгельское, а также о повреждении жилых домов. Частные строения пострадали и в деревне Северной. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и сильные порывы ветра. Год за два придется отработать дорожникам, чтобы наверстать сорванные сроки ремонта трассы Сибай-Акъяр. Работы были организованы безобразно, и это надо признать, сказал Ради Хабиров. Глава республики поручил поставить в известность местных жителей относительно сроков завершения ремонта и потребовал усилить контроль за ходом работ. По словам руководителя региона, дорога большая и сильно разбитая, поэтому приводить ее в порядок будут поэтапно. Наша съемочная группа выехала в Зауралье, чтобы убедиться, что подрядчик возобновил работы на фонящем объекте. Подробности в репортаже Руслана Батыргареева. Я давал поручение к понедельнику, получается. Сибай-Акъяр возобновить работу? Да, вышли. Начали? Да, наши начали, да, вчера. Александр Андреевич. Фотографии есть. Глава республики переспрашивает несколько раз неспроста все прошлое лето. Радио Хабирову рапортовали одни цифры, а по факту ремонт проблемной дороги продвигался не по плану. В итоге сорванные сроки и намеченные на 2023 год объемы так и остались недоделанными. Сроки ремонта работ были скорректированы в связи с некоторыми трудностями у подрядной организации. Кроме того, в том году при поставке асфальтобетонного завода и его установке возникли также трудности, но сейчас этот вопрос решен, завод работает в штатном режиме. Изначально в 2023 году планировалось отремонтировать порядка 27 километров дороги, но завершили до конца работы только на 2 километрах. На остальных участках где-то уложили первый слой асфальта, где-то успели подготовить основание. На прошедшем оперативном совещании правительства республики Ради Хабиров поручил взять на особый контроль ремонт фонящей дороги Сибай-Акъяр. То, что в прошлом году Башкиртодор не доделал, он должен быстро доделать и идти. Значит, и людям надо объяснить, вы там вместе с министром посмотрите, надо объяснить людям сроки. Мы растянули это удовольствие, дорога большая, долгая, сильно разбитая. Мы ее сделаем часть в этом году, часть в 25-м и часть, по-моему, кусочек на 26-й, да? Вот люди должны знать, какие, значит, куски остаются, и чтобы это все было выполнено. Так замучили уже с этой дорогой, давайте взялись и сделайте. Личный, персональный контроль. Для того, чтобы убедиться, что работы на дороге Сибай-Акъяр возобновили, мы отправились в Зауралье. Проезжаем примерно 50 километров со стороны райцентра Хайбулинского района. И вот она, долгожданная для местного населения дорожная техника. Подрядчики укладывают второй слой на одном из проблемных участков автодороги. Этот участок километр 49 плюс 400 по километр 57. В прошлом году сделали основание, нижний слой уложили. В этом году начали верхний слой укладывать. Примерно за неделю должны завершить здесь работы, говорят представители подрядчика. После этого они переместятся на другой 6-километровый участок. На объекте трудятся 5 дорожных рабочих, укладчик и 2 катка. С сырьем проблем нет, его привозят с Баймака. Там в августе прошлого года запустили новый асфальтобетонный завод проектной мощностью до 160 тонн в час. В данное время выпускаем асфальт, да, все идет по плану. Щебень берем из Калининского карьера города Сибай.
Битум привозят из Салавата. Новый асфальтобетонный завод смонтировали специально для дороги Сибай-Акьяр. Она стала первым объектом, который вошел в республиканскую программу по ремонту фонящих дорог, инициировал которую Ради Хабиров. Для местных жителей эта дорога — единственный путь наземного сообщения с крупными населенными пунктами. Ну это не дорога, это так, даже направление. Скажите, как дорога? Да матом нельзя. Нельзя матом. Дорога никуда не годная. Надо зацепить за К-700 плуг и спахать ее до самого Сибая. Вот такая дорога. Ну вот сейчас начали вроде бы делать. Ждете, нет, чтобы... Ну, естественно, ждем. Люди же ездят, у нас, получается, ездят с Хайбулинского района, большинство ездят в больницу в Сибай. Это неотъемлемо, это обязательно должно поменять дорогу. Дальше дети учатся у нас тоже в Сибае, в колледже. Общая протяженность трассы Сибай-Акьяр почти 103 километра. Она была построена в 80-х годах прошлого века и пришла в негодность. В 2023 году в рамках республиканской программы фонящих дорог здесь начали ремонт проезжей части. Если ехать от Акьяра до Сибая, самые проблемные участки начинаются примерно через 60 километров от границы с Баймакским районом. Ямы здесь настолько глубокие, что водителям легковых автомобилей приходится даже выбирать альтернативный путь. По полю, вот видите, хоть и в пыли, но хотя бы немного можно разогнаться. Если учитывать недоделки прошлого года, то в этом планируется сдать в общей сложности 44 километра автодороги. В 2025 году должны сделать еще 20 километров, и совсем немного работы останется на 2026 год. Если говорить в целом о дорогах республики, которые ведут от столицы Башкортостана в Зауралье, ситуация не такая уж плохая, говорят автолюбители. Прежде всего они имеют в виду дорогу от Уфы до Сибая и Учелов. Скажем так, трасса Белорецк-Магнитогорск более-менее нормальная. С Учелов до Уфы и обратно. Вот внуку Сосновой забрал, и обратно едем в Учелы. Так-то трасса нормальная. Нормально, можно сказать. Более-менее нормально. Для нас это, в принципе, всегда так и было. В удовлетворительном состоянии дорога Уфа-Акьяр, говорят автолюбители. Местами, конечно, есть разбитые участки, но в целом добраться до самого дальнего Хайбулинского района от столицы Башкортостана, а это чуть больше 500 километров, можно за 6 часов. Это если без остановок и не нарушая скоростного режима. Руслан Батыргареев, Артур Хуснуддинов и Виктор Демидов. Итоги недели. За эти выходные мошенники похитили у жителей республики более 24 миллионов рублей. Статистика регионального МВД пугает. С начала года злоумышленники выманили уже более 1,5 миллиарда. Люди отдают последние деньги, а нередко еще и берут кредиты. Обман, запугивание, запутывание. Преступники, звонящие по телефону, используют разные схемы. Могут даже представиться сотрудниками силовых структур. Жертвой может стать любой. Как вычислить, что вам звонит преступник, разбирался Эмиль Басареев. По поводу ареста ваших счетов. Данный документ принят в силу. Арест будет произведен в течение получаса. Такую пугающую информацию в своей трубке услышала уфимка Маргарита. С ее счетов происходят странные списания. Мошенники, представившиеся правоохранителями, потребовали вывести все деньги на безопасный счет. Но требовался кредит. Изначально женщина попалась и пошла в банк, но в займе отказали, а разговор по телефону стал грубым. Он сказал, что никуда не звоните. И они начали опять повышать голос, что банк не имеет права отказывать в выдаче. Удерживая на связи мошенников, Маргарите удалось вызвать настоящих полицейских. И уже в разговоре с ними преступники себя раскрыли. Звонят они с Украины и даже похвастались своими успехами. В смысле, целая база, что ли? Да, очень много. На одном офисе более 200 человек, и каждый день закрывает себе нормально, так по лямчику где-то рублей. Ты сегодня на сколько закрылся? Сегодня на 4,8. А вот другая жительница столицы Екатерина далеко не сразу поняла, что имеет дело с мошенниками. Аккаунт ее начальника в мессенджере взломали, и ей пришло сообщение, что ей якобы позвонят с ФСБ, и нужно делать все по их указке. Звонивший псевдосиловик заявил, что он из Москвы, и деньги женщины хотят похитить, нужно написать заявление о неразглашении, сфотографировать его и никому не рассказывать об этой беседе. А потом было переключение на липового сотрудника Национального банка. И он говорит, что с моих счетов пытались перевести на спонсирование Украины деньги. Успели перехватить, заморозили мои счета, но чтобы их разморозить, нужно сделать активацию новых счетов. А чтобы сделать активацию новых счетов, нужно набрать кредитов.
За 4 дня женщина набрала кредитов почти на 3 миллиона рублей и отправила на указанный счет. Только после она поняла, что это были преступники. Ежедневно сотрудники МВД региона принимают несколько десятков сообщений от жертв аферистов. В среднем за сутки люди отдают порядка 7 миллионов рублей. Глава Башкортостана Ради Хабиров на оперативном совещании дал поручение правительству разработать программу, которая позволит уберечь жителей региона от уловок киберпреступников. Человек, соответственно, отдал деньги мошенникам, на этом не прекращается. Потом этому человеку начинают звонить, соответственно, с Украины и говорят, как у тебя дела? И ненавязчиво подталкивают, что если ты совершишь террористический акт, то мы тебе эти деньги поправим. Именно так. Это все не шутки, поэтому программу надо разрабатывать и еще раз людям постоянно объяснять. Полицейские говорят четко, сотрудники правоохранительных и государственных органов силовых структур никогда не будут присылать в сообщениях свои служебные удостоверения и какие-либо документы, и вообще вести диалог в мессенджерах. Настоящий сотрудник органов внутренних дел никогда не будет требовать совершать какие-то манипуляции с вашими банковскими счетами или обналичивать денежные средства. Сотрудник полиции, которому необходимо будет вызвать гражданина, свяжется с ним по телефону и попросит явиться по адресу в конкретное подразделение органа внутренних дел или пришлет повестку. Ни в коем случае не стоит доверять звонкам через мессенджер, сообщениям голосовым или текстовым. К слову, в июле вступит в силу закон, который поможет защитить средства граждан. Банки будут возвращать деньги, которые были переведены под воздействием аферистов. В том случае, если они допустили перевод средств на подозрительные счета, которые есть в базе Банка России. На 2 дня приостанавливать перевод на счет из этой же базы сомнительных номеров. За это время человек, который находится под влиянием мошенников, успеет прийти в себя, подумать, посоветоваться с близкими и, если что, отменить перевод. И третья новация – банки будут отключать онлайн-сервисы дроперам. Так называют тех, чьи банковские карты используются для вывода украденных денег. А вот тем, кто уже стал жертвой мошенников, нередко требуется медицинская помощь. Сейчас в Республиканской психиатрической больнице около 20 пострадавших от действий киберпреступников проходят реабилитацию. В учреждении даже разработали свою программу помощи. Стресс, связанный с потерей материальных средств, является очень сильным. И зачастую наши сограждане приходят к очень неблагоприятным мыслям, вплоть до мысли о самоубийствах. Но вот в этот момент важно не оставить человека в трудной ситуации. Подключаются психологи, психотерапевты. Если своевременно человек обращается за помощью и проходит реабилитацию, она недолгая, скажем так, по срокам от 2 до 3 недель. Эксперты отмечают, что злоумышленники пользуются, по сути, одними и теми же инструментами. В первую очередь стараются вызвать страх, говорят о потере денег и уголовной ответственности. И главное, требуют делать все быстро, чтобы не дать жертве одуматься. Психологи говорят, что вычислить по разговору преступников все-таки можно. Обратите внимание на то, как с вами разговаривают. Потому что это чаще всего вам не дадут сказать ни слова, вам не дадут задавать вопросов, с вами будут грубые, чаще всего очень напористые и будут повторять одну и ту же информацию много-много раз для того, чтобы все-таки сбить вас с какой-то логики хода разговора. Специалисты говорят, что лучше не принимать звонки с незнакомых номеров. Если все-таки ответили, то нужно понимать, что человека на другом конце линии вы не видите, и, следовательно, и верить ему нет оснований. А любой подозрительный разговор можно завершить, просто повесив трубку. Эмиль Басарев, Шамиль Каримов, Мунир Вильданов. Итоги недели. В регионе снова зреет информационный скандал. Издание «Профи» выпустило негативную информацию о министре культуры Амине Шафиковой, расписывая, что в ее ведомстве якобы используют мутные схемы. В материале также фигурирует имя организатора крупных мероприятий Гульнары Юриной. «Профи» не так давно уже отметились вбросом, распространяя информацию, что в мае глава республики Ради Хабиров танцевал школьный вальс не с выпускницей, а, мол, с подставной уткой. После опровержения нашим телеканалом этой информации нелицеприятные сравнения девушки были удалены, но перед ней никто так и не извинился. Теперь уже новая атака, и теперь на министра культуры. При этом в статье пытаются, мягко говоря, некрасиво залезть в личную жизнь министра.
Мы решили разобраться в этом деле. Всемирная фольклориада, международный фестиваль «Сердце Евразии», форумы «Китаб Байрам» и «Айда играть». Башкортостан все чаще принимает крупные мероприятия. Республика задает высокий уровень организации, который последователям сложно не то что превзойти, повторить нереально. Как с точки зрения художественной составляющей, так и сложности технической реализации. В этом заслуги команды Гульнары Юриной. Ее дирекция культурных программ отвечала и за проведение открытия памятника Минигалиши Муратову, музейно-исторического комплекса «Шульганташ», а также церемонии отправки башкирских батальонов в зону СВО. Министерство культуры Республики Башкортостан работает тоже, соответственно, времени в таком же темпе, в таком же ритме. А учитывая то количество мероприятий, которые имеют уровень не только республиканский, но и федеральный и международный, становится особенно актуальным, чтобы были такие фирмы, которые умеют быстро, организованно, на высочайшем профессиональном уровне провести все эти вышеназванные мероприятия. Поэтому, если у нас будут еще какие-то фирмы, я думаю, что Министерство культуры будет только их приветствовать. Поэтому на сегодняшний день работают с теми, кто есть. В этом сходятся не только представители республиканского сообщества. В профессионализме Гульнары Юриной уверены и коллеги федерального уровня. Когда меня приглашают в Республику Башкортостан, а я очень часто у вас работаю и очень часто являюсь режиссером именно фэшн-мероприятий, я прежде всего узнаю, кто является организатором. На самом деле про этого человека я могу сказать, что это очень высокий профессионал, очень хороший организатор и человек, который очень правильно умеет делегировать обязанности, что как бы крайне важно. То есть, что касается нашей сферы бизнеса, да, это организация мероприятий, это креативное продюсирование, то есть лучшего профессионала я в Башкортостане просто не знаю. Я несколько раз видела мероприятия, которые делала Гульнара и ее команда, и участвовала, и как спикер, как программный менеджер. И я могу сказать, что это одна из самых профессиональных команд вообще в России. Я работала во многих регионах, и могу сказать, что не так много регионов в России, в которых можно встретить такого профессионального человека. В своем материале профы называют Юрину кошельком Амины Шафиковой. Они намекают, что ее компания будто выступает в роли посредника услуг и якобы просто занимаются прогоном денег, арендуя и привлекая исполнителей у одних учреждений культуры, подведомственных Минкульту, и сдавая другим, также подведомственным. Однако данные пресс-службы Министерства культуры Республики этому точно не соответствуют. Ведомство сотрудничает с несколькими крупными организациями мероприятий в регионе. К примеру, в 2023 году контракты заключались с 10 контрагентами. А вот намеки в статье относительно личной жизни министра культуры не иначе как оскорбительными уж точно назвать нельзя. Автор вдруг решил, если министр в социальных сетях не выкладывает информацию о своих детях и семье, то в ее личной жизни, цитата, «все сложно». Более того, в своей статье он, ссылаясь на непонятных информаторов, намекает, что во время поездки в Китай Амина Шафикова покидала одно из заведений в сильно нетрезвом состоянии. Мы решили узнать у министра, что она думает о таких суждениях. В то время, когда официальная делегация Республики Башкортостан наводила мосты с зарубежными партнерами, мы работали здесь, дома. Была церемония открытия международного фестиваля «Туганлык». Мы принимали гостей здесь из 3 стран и 9 регионов Российской Федерации. То есть под шофе из китайского ресторана вы не выходили? Ну нет, конечно, нет. Представители профов почему-то считают, что у вас не сложилась семейная жизнь. Расскажите о семье. Если бы представители этого издания, трудно назвать это изданием, конечно, были хоть немного профессионалами, они бы, наверное, поинтересовались и почитали бы мои последние интервью, посмотрели бы мои социальные сети. Да, я не выкладываю свою семейную жизнь, но я в своих интервью говорила, во всех интервью говорила о том, что благодаря тому, что у меня крепкая семья, благодаря тому, что семья меня поддерживает, я сегодня могу заниматься своим любимым делом, своей работой, а также могу заниматься творчеством. Просто мой супруг, с которым мы живем уже вместе в браке 17 лет, он абсолютно не медийная личность, он инженер,
Но дочь, я ее выкладываю, мы с ней играли вместе концерт, и это тоже можно посмотреть в моих сетях. И, кстати, первый человек, который подарил нам цветы на концерте, нам обеим, это был мой супруг, ее отец. И еще вот вопрос такой, будете подавать в суд за клевету? Знаете, если обращать внимание на то, что написано на заборе, я не знаю, с желтой прессой, как правило, не судятся, не знаю, подумаем. Некоторые СМИ пытаются выдать сплетни за сенсационную новость. Яркий пример тому издание «Пруфы». Журналисты издания забывают о главном принципе журналистики – объективности, что говорит о некомпетентности и непрофессионализме. Все, что считается успешным при Раде Хабирове, они пытаются облить грязью. Сейчас они это делают, хотят сделать через Министерство культуры, которое на сегодняшний день является одним из самых эффективнейших министерств. Хочется отметить, что в республике сейчас очень агрессивная информационная среда. Началась избирательная кампания. Оппоненты Ради Хабирова будут пытаться с разных сторон наносить имиджевый ущерб главе республики. Сейчас республика вступает в активный политический период, выдвигаются кандидаты, и в связи с этим большое количество разного рода информации будет просачиваться в информационное пространство. Этой ситуацией будут пользоваться СМИ, которые пытаются себя позиционировать как независимые, но очень часто работают по заказу тех или иных политических сил. И как все-таки бороться с фейковой информацией? Это просто проверять факты. Но, похоже, не все СМИ готовы добросовестно заниматься своей работой, выдавая непроверенную информацию в погоне за дешевым пиаром. В подтверждение тому история с последним звонком, когда в мае глава республики Ради Хабиров танцевал школьный вальс якобы с невыпускницей. После опровержения нашим телеканалам этой информации нелицеприятные сравнения девушки удалили, но извинений так и не дождались. Цель оправдывает средства, порой настолько, что не жаль ни в чем не повинную сироту. В Башкортостане становится еще больше туристических мест. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в республике на новый уровень. Создается инфраструктура, появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом. В Карадельском районе строят 41 новый дом для отдыха. Это быстро возводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и 2 новых пляжа. Чем еще Башкортостан может порадовать путешественников и где туристы могут получить новые впечатления, не жертвуя комфортом, расскажет моя коллега Айгуль Хатыпова. За каждым движением своих подопечных следят рыбоводы. Контролируют не только перемещение, но и содержание кислорода в воде, ее температуру и освещенность. Настоящие рыбные ясли. По мере подрастания мальков переводят из одних хватков в другие. Есть резервуары для всех стадий развития. Секрет, через 10 дней, может быть, через 2 недели начинают уже рыбки появляться. Но через 2 месяца уже начинаем кормить их спецкорм. Другой детский сад «Миллионник» развернули уже под открытым небом. Там содержатся более взрослые особи карпов, карасей и форели. А для тех, кому нравится любоваться этими подводными жителями, возвели целый туристический комплекс. 5 искусственных прудов, окруженных деревянными домиками и юртами. Летом приезжие могут попариться в бане или порыбачить. Зимой отправиться изучать окрестности на снегоходах. И все это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Еще один экоотель на территории республики находится в Уразбахтах. Там недавно началось строительство новых быстровозводимых домов по федеральной программе. Оценить их удобство можно будет уже в конце июля. Мы откроем двери еще 8 домов общей вместительностью 32 человека. Главная цель экоотеля, его главная задача – это объединение и совместное времяпровождение родителей и детей. Мы стараемся организовывать социальные заезды для детей, участников СВО и малообеспеченных семей. С каждым годом Башкортостан привлекает
привлекает все больше путешественников, в том числе иностранных. В разных районах республики открываются музейные экскурсионные комплексы, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и историей разных народов. Точками притяжения этнографического туризма стали геопарки Таратау, Янгантау и заповедник Шульганташ. Промышленный туризм развит в Благовещенске, событийный в Стерлитамаке и в Баймакском районе, а гастрономический в Бирске. В Чишминском районе возводится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Тикеево Салаватского района, малой родины национального героя Башкортостана, состоялось открытие историко-культурного комплекса Салават-Ере. Вот что привлекает людей? Какие-то исторические события и, конечно, природа. Вот, наверное, две вещи. Здесь сочетается и то, и другое. Исторически это место практически за моей спиной располагалась деревня, в которой родился, жил юношеские годы Салават Юлаев. Это историческое место. Второе – это очень красивая природа. Мы вообще приглашаем сюда, здесь на северо-восток, в Салаватский район. Здесь есть сплавы рядом. Здесь очень красивая природа, здесь сосняк, вот две реки, вообще здесь 3 реки. Вот представляете, наши предки выбирали место, где 3 реки вот так сочетаются и расходятся. Очень красивое место. В самом начале своей работы глава региона Ради Хабиров обозначил развитие внутреннего туризма в Башкортостане как критическую ситуацию, связав эту проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. Сейчас же Башкортостан входит в то небольшое число регионов, где отмечается рост туристического потока. Об этом говорят и федеральные эксперты. На протяжении последних лет, 4, республика является для многих регионов, поверьте, регионов примером развития туризма, внутреннего туризма. Открыть для себя Башкортостан туристический может каждый. С 31 октября по 2 ноября в Уфе пройдет финал Всероссийской премии «Маршрут года», где будут представлены лучшие туристические проекты нашей республики и страны. А победа в конкурсе даст нашему региону дополнительный толчок к популярности. Айгуль Хатыпова, Делия Махмутова и Виктор Миренков. Итоги недели. Как сделать так, чтобы отдыхать в Башкортостане было комфортно, безопасно, вкусно, при этом недорого, и туристы вновь захотели вернуться? Об этом поговорили с министром предпринимательства и туризма республики Зухрой Гордиенко. В интервью «Итогам недели» она рассказала о том, куда нацелены направить туристические рубли, почему строить глэмпинги прямо у населенных пунктов не стоит и почему министр отказалась от санаториев. Впервые у нас министр вообще именно в этой отрасли, в этом направлении женщина. А женщины что любят? Они любят комфортный отдых с условиями. Каким вы видите именно развитие туризма у нас в Башкортостане? Как женщина или как министр? Наверное, скажу как министр. В первую очередь, конечно же, хочется, чтобы все, кто приезжает к нам, кто отдыхает у нас в Башкортостане, чувствовали себя комфортно, безопасно, защищенно и, конечно же, получали удовольствие от нашей природы, от наших исторических особенностей. И вообще, пребывая в Башкортостане, чтобы оставалось самое лучшее впечатление. А поэтому, действительно, вы правы. Сейчас турист очень избирателен. Люди хотят приезжать и жить в юртах. Но юрты сейчас должны быть благоустроены. Поэтому у нас появляются и такие комплексы, где у нас юрты с туалетами, с душем и со всеми условиями для того, чтобы там пребывать. Наверное, отмечу последнее время строительство этих музеев, музей кочевых культур, музей Шульганташ. Это такой, скажем, научный туризм. Туда приезжают люди не только просто посмотреть, но еще что-то увидеть, поучиться. Там уже проводятся у нас научно-практические конференции. Это тоже такой вид туризма, где мы совмещаем человека, науку, так скажем, и туриста. Поэтому огромное количество возможностей в Республике Башкортостан вижу лично я как министр. Ну, а как женщина, хочу сказать, наверное, здесь по-хозяйски надо подходить. Башкортостан должен быть комфортным и безопасным для туристов. Ну, конечно же, он интересен, тут даже это не обговаривается. Ну, вот вы сейчас назвали, что есть разные виды туризма. Это есть и научный туризм, и гастрономический. Вот этих направлений очень много. Но вот мы не распаляемся, когда мы развиваем все, как думаете? Ну, наверное, тоже этот момент есть. Сейчас все-таки лично мое мнение и мнение руководства разделю. Надо усиливать сильные позиции. У нас же есть те протоптанные тропы, куда уже идет человек. Недавно была в Каридельском районе, действительно, да, Каридельский район, он всегда был излюбленным туристами. То есть это Павловское водохранилище, просто красота неописуема. И там сейчас строятся глэмпинги, и они уже строятся по современным технологиям, по современным методикам. Я к чему хочу сказать? Хочется туда помогать, но там не хватает, знаете, они построили дом, не хватает туроборудования. Вот я уже этому предпринимателю говорю, давай так, 2-й год ты будешь подаваться на
туристическое оборудование, чтобы ты мог оборудовать это все дело, да, хорошие домики появились, ну что, он поспал, поел, турист, что-то ему надо, хочется где-то покататься, где-то скатиться откуда-то, где-то пройтись, может быть, проехаться на велосипеде. На это тоже будет выделяться денежная поддержка. Как нацелены еще раз рекламировать себя? Хорошо, если мы внутри, да. Ну вот мы, жители Башкортостана, знаем шикарный Каральдельский район. Найдется чем заняться в Белорецке. А вот люди извне, как поймут, как узнают о нас? Я обратила внимание, что не все знают о потенциале Башкортостана. Ну, наверное, так сложилось. Мы все равно закрытая республика долго были в этом вопросе. Так, например, в аэропорту Шереметьево появятся скоро баннеры большие, которые будут говорить о том, что какой Башкортостан, приезжайте в Башкортостан. Будут QR-коды специальные запущены для того, чтобы человек мог скачать его и увидеть все наши турбазы, все наши базы отдыха. Не соглашусь с вами, что башкортостанцы все знают о туризме. Вот лично я, жительница там Зауралья, потом северо-востока Кегинского района, как будто вот ту сторону знаю, но абсолютно влюбилась в Гафурийский район, я его увидела впервые, он же так в глубине находится, в самом сердце Башкортостана. Я приехала, ну это уникальный район, конечно. И вот туда надо развивать и развивать, туда действительно хочется возвращаться. Район, там такие липы, там такие реки, ну просто какое-то чудо. Ну, я извиняюсь перед другими главами, что, ну, я обязательно буду говорить, что каждый район уникален, но вот лично я для себя открываю районы, будучи жителем Башкортостана. Поэтому еще есть что открывать, дорогие. Развитие и появление глэмпингов позволяет вдохнуть, я, наверное, сейчас очевидный вопрос задам, но тем не менее, позволяет вдохнуть жизнь в районы? Ну, безусловно, если создается хороший, вот, качественный глэмпинг, отдых, глэмпинг-парк, глэмпинг какой-то, то это же новые рабочие места, это туристический поток. Единственное, вот здесь я, как бывший глава администрации, хочу предупредить. Вот когда мы создаем глэмпинг совсем близко с населенным пунктом, будьте готовы к тому, что не все будут этому рады. Вот, поэтому, да. Почему? Потому что турист, он уже приехал, что отдыхать. Он, может быть, ночью будет петь на гитаре, играть там, на гармошке, где-то может шуметь, там, громко брызгаться водой. То есть это не всем нравится, но я хочу сказать, что надо выбирать место вот специально для туристического отдыха, более уединенное. Это я говорю просто как человек, который с этим столкнулся. Поэтому, безусловно, районам это интересно, потому что турист, он едет по дороге, он заправляется на этой заправке, где работают наши же работники района, да? Он едет в кафе, где он там перекусит, где работают наши же работники, где продукты покупают у местных жителей и так далее, и так далее. То есть туристический рубль, он распределяется по многим сферам. То есть, начиная от дорог, там, заправок, кафе и других. Сувенирку купил какую-то, что-то прикупил, что-то посмотрел, приехал, другим рассказал. То есть, работать на туриста надо. Обязательно надо быть гостеприимным. Почему? Потому что он приносит рубль длинный за собой. Вот о длинном рубле тоже интересно поговорить, потому что вот мы всегда обсуждаем, да, с удовольствием бы поехала бы и в наш местный санаторий, может быть, и в кемпинг, глэмпинг, да, побывал бы. Но, как обычно, это вот стандартное, не только мое мнение, может быть, и мнение наших телезрителей, поехала бы, но дорого, как в Турции. Ну, что есть, то есть. Вот оправдываться здесь и говорить, что нет, да у нас не так, действительно дороговато. Но ценообразование, оно действительно, вот оно так и выходит. Нам просто надо сейчас потерпеть, потому что нету конкуренции. Вот когда нету конкуренции, человек, понятно, может поднимать цену так, как ему вздумается. Но ценообразование сейчас очень сложно. Я хочу сказать, что ведь и там, кто работает человек, сам предприниматель, на него тоже люди работают, они тоже все хотят зарабатывать деньги. Туризм, к сожалению, это тоже сезонность. У нас есть сезонность, есть пустые дни, а человек должен платить заработную плату своему работнику круглый год. Поэтому, думаю, ценообразование, оно действительно вот так выходит. Никто там не наживается просто так. А где вы сами любите отдыхать? И вообще, какой отдых любите? Может быть, вот как раз комфортный в глэмпинге вам и не нужен, а в палатке у водоема? Я, наверное, плохой турист, потому что я, честно говоря, не очень... Вообще, в целом, я такой человек созерцательный. Я там жила в районе в Кегинском. Там, не работа, а отдых в плане того, что там красота вокруг, везде. То есть, как бы, я не так уставала, да, вообще такая. Я к тому, что вот прям отдыхать, боюсь прорекламировать что-то. Хотели с мужем отдыхать в санаториях, начали отдыхать, немножко скучно. Подумали, что мы еще молоды для санаторного отдыха. Пока не отдыхаю, пока работаю, но с удовольствием в любом районе думаю, что можно отдохнуть, потому что условия действительно начали соответствовать нашим запросам. Работаете, чтобы отдыхали другие? Да, пока так. Время
время больших надежд и волнений в Башкортостане стартовала приемная кампания в вузы. Судьбоносный этап для более чем 15 тысяч вчерашних школьников, который определит не только их будущее, но и страны в целом. В этом году в силу вступили новые правила поступления по определенным направлениям, а также действует ряд льгот. Все больше абитуриентов, кстати, выбирают башкирские вузы, и на то есть вполне объяснимые причины. Обо всем подробнее в материале Артура Шамсудинова. С одной стороны глава республики, с другой те, кто совсем скоро также будут создавать будущее Башкортостана и всей страны. На встрече собрались лучшие из лучших. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. В этом году их рекордное количество, более полусотни. Это является для нас очень хорошей лакмусовой бумажкой. Все ли правильно мы делаем в сфере развития образования, прежде всего школьного образования. Вот мы за последние 5 лет, вот если взять 2020 год, количество призеров и дипломников было что-то около 29, по-моему. Сейчас почти в 2 раза больше. Значит, мы все правильно делаем, двигаемся вперед и идем вперед. Эту встречу неспроста провели в корпусе Уфимского кампуса. На сегодня это самая современная площадка для обучения молодых специалистов в Башкортостане. Многие абитуриенты, кстати, приняли решение, что поступать будут в республиканские вузы. Один из таких – Вадим Харисов, победитель Международной олимпиады по химии. Так как я призер-победитель олимпиад по химии, то ЕГЭ по химии мне не нужно было сдавать, у меня автоматически по ним фактически 100 баллов, и я могу поступить в любой вуз, не ориентируясь на результаты ЕГЭ. Сейчас у меня 2 варианта. Либо вот после экскурсии меня впечатлило то, чем занимается Башкирский государственный медицинский университет, либо подумаю насчет Уфимского нефтяного. В этом году университеты Уфы предлагают порядка 15 тысяч бюджетных мест, что почти на 500 больше, чем в предыдущем. Треть из них приходится на самый большой вуз столицы – УНИТ. Планы по приему у нас и по внебюджетному приему. В общей сложности мы в эту приемную кампанию должны принять в стены нашего университета свыше 10 тысяч молодых людей. Привлекательнее вузы становятся для иностранных студентов. Например, в МЕДе сейчас учатся более 5 тысяч молодых ученых из 64 стран мира. Хибатала Аджамахири очень надеется, что в скором времени пополнит эти ряды. Я люблю медицину, интересуюсь ей очень давно. Приехала в Уфу, чтобы поступить в вуз. Знаю, что он очень высоко котируется в России. Особые правила для участников СВО. Без экзаменов могут поступить герои России, кавалеры Ордена Мужества и их дети, а также дети погибших участников спецоперации. В каждом вузе есть своя соответствующая квота для таких категорий. Дети военнослужащие, которые были призваны по мобилизации, которые получили увечья либо ранения в период проведения специальной военной операции. Поэтому в правилах приема достаточно подробно расписано, для кого как эта льгота распространяется. В этом году президент России подписал закон, который меняет правила поступления на целевое направление. Теперь абитуриент сам находит заказчика обучения, и они заключают договор. Сейчас потенциальные работодатели, они у нас регистрируются на платформе «Работа в России», где свои заявки оставляют, и абитуриент может уже сам выбирать по этой заявке, куда бы он хотел в дальнейшем трудоустроиться. И непосредственно либо через госуслуги, либо через личный кабинет или у нас в университете может прийти и подать заявление, чтобы участвовать в целевой квоте. Количество студентов, поступающих по целевому направлению, растет из года в год, но далеко не все знают о такой возможности. Однако это стало очень удобным инструментом для получения образования мечты, а главное – дальнейшего быстрого трудоустройства и построения карьеры. Абитуриенты могут подавать документы в 5 вузов на 5 специальностей. Артур Шамсудинов, Никита Маврин, Камила Камилянова и Артур Хуснудинов. Итоги недели. Такой была уходящая неделя. Спасибо за внимание. До свидания.